Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Избирательная кампания по выборам президента Российской Федерации, меры, направленные на улучшение демографической ситуации и обеспечение пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. Эти вопросы обсуждены в ходе единого информационного дня. Единый информдень начали с традиционного приема граждан. Основную группу возглавили министр информационной политики и массовых коммуникаций Александр Иванов и заместитель главы администрации города Владислав Захаров. Жильцов 28-го дома по улице Промогородной беспокоит ситуация с оплатой за отопление. Старый одноэтажный дом, в квартирах холодно. За отопление малогабаритные трехкомнатные квартиры оплачивают более 5000 рублей. Вот я плачу за отопление, вот у меня есть 5 с чем-то, а пенсия у меня 9000. Я смотрю, это у вас за отопление. За какой месяц? Ну вот предыдущий. Расчетная сумма. Октябрь. Да. Октябрь 2017 года. Да. Вот а в декабрь будет отопление, если прибавить, я плачу вообще около 6 000. Министр объяснил, что потребление тепла малогабаритных домов гораздо больше, так как подведение к нему отопления обслуживается дорого. Да и аппетиты управляющих компаний растут. В первую очередь необходимо поставить в доме счетчик, фиксирующий поставку энергии. А во-вторых, провести экспертизу. Возможно, тепло уходит по щелям и треснутым стенам. Вопрос остался под контролем правительства республики. Информационный день продолжился на Канашском автовокзале. Коллективу напомнили, что выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Следует отметить, что на протяжении многих лет сотрудники автовокзала голосуют все 100%. Улучшение демографической ситуации в Чувашии реализуется в соответствии с планом по повышению рождаемости на 16-18 годы. В текущем на поддержку семей с детьми направлено более 5 миллиардов рублей. Сохранены все предыдущие меры поддержки. С 1 января 2018 года начнется реализация целого ряда новых мер, направленных на улучшение демографической ситуации, среди которых назначение ежемесячных выплат при рождении первого ребенка. До 1,5 лет размер выплаты составит в районе 9000 рублей. В Чувашской республике имеется 20-летний опыт лечения бесплодия методом ЭКО. Благодаря данной процедуре ежегодно рождается около 200 детей, что составляет 1% от общего числа родившихся. Поддержка бесплодных семей ведется, финансирование будет увеличиваться. Актуальный вопрос – обеспечение пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников. С начала года в городе зарегистрировано 13 пожаров, погиб 1 человек. Пиротехника поставляется чаще всего низкого качества. Быть осторожными в наших силах. Работает единая служба спасения. Номер 112 принимает звонки круглосуточно. Олеся Григорьева, Павел Шевченко. Вести недели. В преддверии Нового года воспитанники детской музыкальной школы провели отчетный концерт. В этом году его приурочили к закрытию года отца и матери, рассказывает Марина Баринова. Сегодня концертный зал школы гостеприимно распахнул свои двери, встречая всех желающих окунуться в прекрасный мир – мир музыки. Взволнованные лица преподавателей, как никогда ответственные дети, родители, множество гостей. Все это, конечно, придает особую торжественность праздничному вечеру. Буквально вчера в этом зале в торжественной обстановке мы провожали год российского кино. Сегодня уже собрались, чтобы проводить год матери и отца. В целях сохранения традиционных семейных ценностей, повышения престижа материнства и отцовства, чтобы наши молодые граждане ответственно относились к созданию семьи. В течение года очень много мероприятий проводились у нас в городе. Огромное спасибо всем, кто принимал активное участие. Ну, конечно же, пожелаем нашим родителям, нашим детям всем крепкого здоровья, успехов, благополучия в семье, чтобы наши детки радовали нас как можно больше. И главное, чтобы дома царили мир и благодать. Спасибо. Нынешний отчетный концерт еще раз продемонстрировал значение музыкальной школы в жизни детей и взрослых. На концерте звучали произведения различных жанров, созданные зарубежными и отечественными композиторами. Сегодня в нашей детской музыкальной школе праздник. Мы проводим отчетный концерт, посвященный закрытию года отца и матери в Чувашской республике и году экологии в Российской Федерации. С творческим отчетом выступят дети с наших отделений. Фортепианное отделение покажет свое мастерство, оркестровое, народное отделение, хоровое отделение. То есть дети поделятся своим творчеством, своим талантом. И, пользуясь случаем, хочется поздравить всех жителей нашего замечательного города с
наступающим праздником, с Новым годом, с Рождеством! Пожелать всех благ, счастья, здоровья, благополучия и мира в вашем семье. Говорят, талант – это ценный дар, а каждый ребенок – это целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие – мастерить, рисовать. И каждый ребенок талантлив по-своему. Неталантливых детей не бывает. Нужно просто в каждом малыше найти ту самую изюминку, ту самую искорку, которая когда-нибудь вырастет в большую звезду. Марина Баринова, Павел Шевченко, Павел Павлов. Вести недели. Ежегодная городская премия педагогических работников и учащихся признания – это подведение итогов уходящего года. Лауреатов, номинантов и гостей приняла 7-я школа города. Учредитель премии – почетный гражданин Канаша, выпускник школы номер 5 Юрий Андреев. Премия признания – это более 70 победителей среди работников образования за значительные успехи в области обучения и воспитания подрастающего поколения. Это более 120 победителей среди учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования за достижения в учебе, спорте и общественной жизни. У истоков премии признания наряду с Юрием Витальевичем, Ивановой Людмилой Петровной стоял и этот человек. Уже на протяжении 11 лет многие мероприятия, связанные с организацией и проведением вручения премии признания, ложатся на плечи этого человека. Я думаю, именно эта номинация как нельзя лучше подходит ей. Премию в номинации «За верность традициям» вручается Золотовой Наталье Витальевне, директору Я рада, что эта традиция, хорошая традиция, живет в нашем городе. Спасибо Юрию Витальевичу Прягову. Сегодня здесь лучшие из лучших. Все славятся учебными достижениями. Премия за активную жизненную позицию вручается Шуриковой Ксении, обучающейся в школе номер 7. Церемония признания проводится в городе уже 11-й раз. Специальную премию учредителя вручил Юрий Андреев. Вы так много вкладываете, дело, скажем так, факультативного обучения будущих абитуриентов и оказываете такую большую помощь для поступления в вузы. Большое вам спасибо за это. Я хочу выразить слова искренней благодарности и признательности Юрию Витальевичу. Во-первых, за то, что он не забывает наш родной город Канаш. Вы ежегодно находите возможность и поддерживаете нашу любимую школу номер 5. Ну и, конечно, этот традиционный праздник, премия признания, не обходится без вас. Здоровья вам, благополучия, процветания. Вы являетесь достойным примером для наших учеников. Спасибо большое. Спасибо. Учительские и ученические достижения – гордость нации, будущее страны. Лучший спортсмен года Шулаева Ксения, школа 6. Поздравляю, Ксения. Надеюсь, как для тебя и для всех, кому присуждена сегодня премия, самое главное не материальная сторона, а моральная. Номинаций более десятка, достойных сотни. Признание каждого в наших сердцах. Олеся Григорьева, Павел Шевченко, 7-я школа. Хозяйкам на заметку: новый супермаркет домашней еды «Орлан» открывает свои двери своим покупателям. С его ассортиментом ознакомилась Марина Баринова.
Сеть магазинов «Орлан» продолжает осваивать территорию города. 5-й по счету магазин открылся в микрорайоне БАМ на улице Машиностроителей, 40 под названием «Супермаркет домашней еды». А его ассортимент удивит даже самых требовательных покупателей. Длинные прилавки, заполненные товарами на любой вкус, так необходимыми для любой хозяйки. Есть здесь и продукция собственного производства. Это всевозможные салаты, выпечка, свежее мясо, рыба и полуфабрикаты. Отрадно, что цены здесь вполне приемлемые. Ни для кого не секрет, что вот уже более 10 лет в нашем городе на благо жителей работают 4 магазина сети магазинов «Орлан». Сегодня открылся 5-й. В этом году нам 10 лет. 10 лет, как мы открыли розничную торговлю. В 2007 году был у нас первый розничный магазин по улице 30 лет Победы. Вот за этот промежуток времени, скажем, вот уже 5-й магазин. Каждые 2 года открываем что-то, создаем рабочие места для горожан, для жителей этого города. Горожанам нравятся наши магазины, они отзываются положительно в соцсетях, пишут, просят, обращаются к нам, и мы просьбу горожан выполняем. Разделить торжественный момент с руководством и коллективом супермаркета прибыл и заместитель главы администрации по реализации инвестиционной политики, начальник отдела экономики Владислав Захаров. Серьезное подспорье для поддержания, так скажем, инфраструктуры и развития города Канаш, когда такие предприниматели открывают такие красивые магазины, такие учреждения, которые радеют жизнью нашего города, они уезжают куда-то за пределы, да? Живут здесь, развиваются здесь и развивают город. Это хороший пример для остальных предпринимателей. Несмотря на то, что наша съемочная группа оказалась в числе первых покупателей, первый пробитый за товар чек оказался не наш. Ну, во-первых, «Орлан» уже себя зарекомендовал хорошо с положительной стороны. Все магазины сети Афанасьева действительно добротные, красивые, уютные. Самое главное, в этих магазинах работают хорошие люди, обслуживающий персонал, которые душевно относятся к покупателям, всегда помогут подсказать, что можно взять, что выбрать, и самое главное, качественные продукты. Залеженного товара здесь практически не видно. И вот этот магазин, который сегодня здесь открывает, он, конечно, нужен. Я хочу, чтобы такие магазины еще больше именно канашскими людьми открывались. Да, именно казна пополнялась за счет, бюджет наш пополнялся за счет таких вот производителей. Я желаю только добра, счастья. Основная политика сети магазинов «Орлан» – максимально широкий ассортимент товаров по приемлемым ценам. И это неудивительно. Руководство и коллектив супермаркета делают все возможное, чтобы покупатель смог удовлетворить свои потребности и приобрести необходимый товар. Марина Баринова, Павел Шевченко, Павел Павлов, супермаркет домашней еды. Стоматология занимает активные позиции в развитии современной хирургии и ортопедии. В Канаше лечат людей с самыми запущенными стадиями заболевания зубов и десен. Одна из ведущих клиник Dental Med сегодня гость нашей программы – врач-стоматолог, хирург, ортопед и имплантолог Александр Марков. Александр Вячеславович, добрый день. Здрасте. И первый мой вопрос – что такое зубной имплантат? Это искусственный корень титановый, который ввинчивается в костную ткань на место отсутствующего зуба. Впервые имплантант был установлен в 1965 году шведским профессором Брене Марком, который впервые установил имплантант и понял, что титан хорошо приживается в костной ткани. Как проводится подготовка к имплантации зубов? В первую очередь нужно вылечить все кариозные зубы. Потом происходит изучение рентгеновских снимков, ортопантомограммы, компьютерной томограммы. После этого пациент сдает анализы, анализ крови на свертываемость, на сахар и на ВИЧ-инфекцию. Александр Вячеславович, показания и противопоказания каковы? Показания к имплантации являются отсутствие одного зуба или нескольких зубов. В запущенных случаях можно подвергнуть имплантации весь зубной ряд. Противопоказаниями является беременность, декомпенсированная форма сахарного диабета, заболевания, связанные со свертываемостью крови, и также ВИЧ-инфекция. Имплантация зубов – это больно?
Нет, это совершенно безболезненно. Проводится под местной анестезией, блокируются нервные окончания, и пациент ничего не чувствует. А сколько придется ходить без зубов? Без зубов придется ходить 4 месяца. В области фронтальных зубов можно установить временные съемные протезы, которые фиксируются на деснах. А как проводится сама процедура? Делается местная анестезия в области операции. После этого разрезается десна, формируется костное ложе, устанавливается имплантант, закрывается заглушкой, десна ушивается. После этого пациент уходит на 4 месяца от нас. После прошедших 4 месяцев на него изготавливается коронка. Имплантация зуба происходит в несколько этапов. Первый – это хирургический этап, второй – ортопедический. На этапе протезирования устанавливается формирователь десны. Через неделю снимается слепок с уровня имплантанта, и в течение недели изготавливается коронка. Получается, имплантированный зуб состоит из самого импланта, абатмента и самой коронки. А почему имплантация лучше классического протезирования? В процессе имплантации восстанавливается утраченный корень зуба. Протез более комфортный, так как нагружается на импланты, а не на опорные зубы и не на десны, как съемные протезы. В-третьих, соседние зубы не обтачиваются и не повреждаются. А какой срок службы? Срок службы имплантантов не менее 10 лет. При хорошем условии, при соблюдении гигиены полости рта и отсутствии сопутствующих заболеваний, они могут прослужить всю жизнь. Есть особый уход за ними? Особого ухода за ними не нужно. Просто регулярно надо показывать стоматологу раз в полгода. В межзубных промежутках главное удалять остатки пищи после каждого приема пищи. Угу. И хочется спросить, сколько это все стоит? В клинике Dental Med устанавливаются израильские импланты AB Dental, которые известны высоким качеством и долговечностью. Первый этап хирургический. Установка имплантанта стоит 17 тысяч рублей. Ортопедический этап установки коронки 11 тысяч рублей. Клиника Dental Med сколько лет практикует имплантацию зубов? Имплантацией начали заниматься с 2014 года. На сегодняшний день установлено более 600 имплантов. Интересно. Ну, спасибо большое, Александр Вячеславович, за интересную беседу. А мы на этом с вами прощаемся. Удачной вам недели. До свидания. До свидания. Гипермаркет «Светофор» приглашает за выгодными покупками. Продукты питания, бытовая химия, бытовая техника, одежда и обувь. Около 1000 квадратных метров складского помещения. Все по очень выгодным ценам. В оптовом гипермаркете «Светофор» есть все. Количество товара у нас всегда ограничено. Постоянно меняется ассортимент, поэтому у нас сохраняется свежесть и качество товара. Постоянно происходит акция. Таким образом, покупатель может сэкономить семейный бюджет. За покупками к нам ходят семьями. Большой ассортимент товара, всегда свежая продукция. Пришел в этот магазин сегодня, выходной день, а так хожу я раз в неделю. Покупаем примерно также на неделю. Магазин очень хороший, продукты дешевые, экономит бюджет. Так что спасибо, и продавцы вежливые. Мы радуем постоянными акциями, дарим подарки и скидки. Город Канаш, улица Котовского, дом 4. Телефон 2 30 50. Приходите в наш магазин за умными покупками. Мы всегда будем рады вас видеть. Работаем с 8 до 19 часов. Магазин «Светофор». Экономьте вместе с нами. Совершайте покупки с выгодой.